Продолжаем новости. Делегация из Кыргызстана, состоящая из 130 человек, посетила узбекистанский город Андижан. Визит был совершен по приглашению узбекской стороны. По итогам встречи главы Ошской, Баткенской и Джалалабадской областей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве с коллегами из Андижана, Намангана и Ферганы. Главы областей договорились встречаться каждый месяц для решения проблем жителей приграничных районов обеих стран. Помимо этого, в ходе визита члены кыргызстанской делегации посетили достопримечательности Андижана. Специально для гостей узбекистанская сторона организовала концерт, на котором выступили популярные артисты эстрады. Аким Андижанской области выразил надежду, что этот визит станет началом улучшения кыргызско-узбекских отношений. Это будет толчком, новым толчком для того, чтобы потом развивать наши отношения, касающиеся всех вопросов экономического отношения, культурно-гуманитарного отношения. И наши руководители приграничных областей, районов ежедневной, ежемесячной основе будут встречаться, поднимать актуальные, насущные вопросы и доводить до руководства страны, до правительства, и будет приниматься решение. Отмечу, что в последнее время Узбекистан делает шаги для налаживания отношений не только с Кыргызстаном, но и с Таджикистаном. Так, 29 сентября министр иностранных дел Узбекистана встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Абдулазиз Камилов заверил, что исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев нацелен на развитие сотрудничества между двумя странами и на решение существующих проблем. Напомню, ранее Узбекистан выступал против строительства Рагунской ГЭС в Таджикистане, в результате чего отношения между правительствами стран существенно были испорчены. Об изменениях во внешней политике Узбекистана мы спросили у кыргызстанского политолога. Ташкент пригласил делегацию не только из Кыргызстана, но и из Таджикистана тоже. Скажите, вот что это может означать? Очевидно, означает, что новые власти в Ташкенте настроены на улучшение, на оздоровление отношений с этими двумя странами, соседями, которые, как известно, уже много лет являются в очень нехорошем состоянии во время правления уже ушедшего президента. И тут, мне кажется, в этом жесте есть разные аспекты. Во-первых, это, естественно, улучшение, оздоровление их внешней политики, особенно в отношении к соседям. С другой стороны, это говорит о том, что требуется или какие приоритеты являются важными для нового руководства внутри Узбекистана тоже. Мне кажется, Узбекистан, население Узбекистана, особенно в сопредельных областях Узбекистана с нашими странами, они всегда хотели более тесных, более конструктивных отношений, потому что они всю жизнь только и знали, что через границу торговали, а родственники жили по разные стороны границы. Поэтому, мне кажется, Ташкент делает то, что на самом деле востребовано самим узбекским народом. Вот не кажется ли вам, что это некие временные шаги пока вот до выборов, до следующих выборов президента? Это мы увидим. Конечно, оно всегда может и меняться в разные стороны, но это больше будет зависеть от того, насколько мы сможем укрепить это начало. Жест первый сделали из Ташкента. Следующим шагом, наверное, может оказаться со стороны Душанбе и Бишкека. Известно, что, например, Душанбе очень ясно изъявил это желание, еще когда президент Рахмон ездил на похороны Ислама Каримова. И то же самое можно сказать и насчет нашей страны. Поэтому, потому что, если так посмотреть, рационально для лидеров, для нового президента будущего Узбекистана, мне кажется, и в политических, и во всех отношениях являлось бы только плюсом то, что они улучшат отношения с Кыргызстаном. Например, представьте себе, что при таких теплых, гостеприимных жестах, взаимоотношениях между двумя странами, нам же уже не будет так легко просто так взять и, например, оторвать какой-то спорный объект, хозяйствующий объект на свою сторону, не поговорив, не согласуя это с другой стороной до такого решения. Как это мы делали уже в несколько последних годы, когда мы, в принципе, в одностороннем порядке делали такие шаги, которые Ташкенту, конечно, не хотелось видеть. И с другой стороны, это, конечно, перед президентскими выборами надо, конечно, это рассматривать. И в этом ракурсе для нового президента нужно показать, что он действительно является чем-то
позитивным для страны. И если бы дела были очень плохи во внутренней политике Узбекистана, наверное, стоило бы ожидать нагнетания отношений с соседями тоже, чтобы для отвода глаз, так сказать, да. Но если все спокойно и как бы главный кандидат в президенты чувствует себя уверенно, то, естественно, более рационально идти на положительные шаги с соседями, с которыми все узбекское население знает, что у нас доселе были достаточно натянутые, если не сказать хуже, отношения. Поэтому, мне кажется, это вполне как бы под собой имеющие почву, рациональную почву, жесты, которые можно продлить дальше. Скажите, вот неужели возможно решить, у нас очень много было спорных вопросов, приграничные, опять-таки водные ресурсы между обеими странами стоят. Это возможно решить в рамках одного меморандума? Конечно же нет. Как уже отмечали те, которые изучали этот меморандум, в принципе, там таких кардинально жизнь меняющих пунктов нет. Меморандум больше о шагах, которые должны сблизить наши позиции, как бы оживить взаимоотношения, более конструктивно и регулярно встречаться и обсуждать отношения. А так, самые тяжелые вопросы, конечно же, они будут требовать уже более серьезных, долгих переговоров на высшем уровне, не одной церемонии или визитом. Но такие дела как раз-таки начинаются отсюда. Сразу такие, например, вопросы по водным вопросам или тем более территориальным спорам, конечно, невозможно решить. Но именно вот так и начинается процесс. И мне кажется, мы до сих пор, конечно, не знаем, как именно договаривались, например, по разрешению ситуации на Умкурто, но очень очевидно, как многие догадываются, мы согласились с нашей стороны снять эту радиорелейную связь, станцию, потому что она вещает на Узбекистан то, что узбекская сторона не хотела бы видеть для своего населения. Ну, вполне, с нашей стороны, наверное, если технически невозможно эти сигналы контролировать, то, наверное, приходится... И это с нашей стороны компромисс. Мне кажется, довольно здоровый компромисс. Если вот таким образом решать, то только так и надо будет решать, потому что 100% в пользу одной стороны никогда эти вопросы не решатся. Спасибо.